поприветствовать друг друга. Теперь моя очередь поприветствовать вас. Дорогие друзья, дорогие коллеги, очень много знакомых лиц. Всех мы очень рады видеть в этот день в стенах нашей библиотеки. Мы очень готовились, очень вас ждали. Вы это заметите по выставке, которая с такой любовью оформлена нашим почти что нештатным сотрудником нашей библиотеки Иваном Ивановичем Свистельником в фойе. Вот просто оригинальная выставка его творчества. Мы вам представили на выставку еще новинки литературы профессиональную, кого не хватает этого счастья на работе, пожалуйста, познакомьтесь, можете взять на дом, заказать себе. Сегодня у нас особый день. В городе Сыктывкаре работает второй день, а вообще и третий день уже. Большое мероприятие – это Северный культурный форум. В рамках форума работает множество площадок. Одна из них – здание нашей библиотеки как раз сегодня. По поручению дирекции Северного культурного форума каждую тематическую площадку открывает модератор или хозяйка помещения, хозяин помещения. Поэтому именно мне предоставлено право сегодня сделать открытие нашего мероприятия. Что я и делаю. Мои впечатления от этих 2 дней работы форума таковы, что вчера, особенно на пленарном заседании, кто был, мы слышали, сколько было слов и какую вообще долю в содержании выступлений, состоявшихся из уст главы Республики Коми, заместителя министра культуры Российской Федерации Владимира Владимировича Астахова, в содержании выступления нашего министра культуры, туризма и архивного дела Сергея Витальевича Емельянова, сколько слов было сказано о библиотеках, сколько награжденных было от библиотек. И вообще такое было впечатление, что мы все с вами оглядывались друг на друга вообще. О нас ли говорят и вообще что говорят, когда Сергей Витальевич выступал, мы обменивались взглядами. Что это, какие слова, о чем, о какой реформе, о какой революции идет речь, о какой модернизации идет речь. Наверное, этого еще нет на самом деле, но то, что было сказано, это, я думаю, что такая медитация или облако, в котором пребывает сейчас министр, и которое облачное такое представление о тех библиотеках, которые должны быть на самом деле, которые должны быть созданы в самый ближайший период времени. И вот это свое впечатление, свое мнение слышали и министр культуры России, заместитель министра культуры Российской Федерации, слышал глава Республики Коми, втягивает вот в это представление реформации библиотек всех людей, от кого сегодня может зависеть судьба наша с вами. Поэтому вот впечатление у меня такое, что вообще мы получили какое-то некое благословение для запуска в космическое пространство. Поэтому наша с вами задача на самом деле понять, подхватить эти инициативы, эти пожелания, подумать, какие мы должны быть, библиотеки, задокументировать это, а потом реализовывать так, как мы написали. Поэтому я думаю, что наша задача сегодняшней секции – это только начало разговора. Называется жанр сегодняшний – это дискуссия. На самом деле дискуссия – это в том смысле, что мы приглашаем к разговору на тему, какие будут библиотеки будущего, в данном случае в Республике Коми, из опыта других регионов наших столиц. Это начало разговора, и он, конечно, не ограничивается рамками сегодняшней площадки нашей временной. Он будет продолжаться, разговор на совещании директоров, который пройдет после этой площадки. Он будет продолжаться на расширенной коллегии Министерства культуры, туризма и архивного дела, который пройдет сегодня в Большом зале Государственного совета, и будут там присутствовать депутаты Республики Коми, Думы Российской, и тоже будут слушать наши мнения и наши представления, как мы видим преобразование библиотек. И я думаю, что этот разговор продолжится в кулуарах, за чашкой кофе, который вам предложим. Он продолжится, когда вы вернетесь к себе в рабочие коллективы, на свое рабочее место, а наши гости вернутся в столице и будут обсуждать этот вопрос со своим руководством или со своими профессиональными коллективами.
И дискуссия в данном случае – это как раз тот посыл, приглашение к разговору, который мы начинаем для того, чтобы быть готовыми к моменту, когда нам будут предложены и средства, и возможности реализовать наши идеи, мы должны эти идеи точно себе представлять и быть готовыми к их реализации. Я вас уверяю, это будет буквально через несколько месяцев, поэтому нужно каждому из нас представлять, как моя библиотека будет выглядеть вот в этом пространстве нового времени, 21 века. Я являюсь в том числе и модератором сегодняшнего первого тематического блока, поэтому я занимаю свое место как модератор и представлю участников нашего сегодняшнего собрания. Я представлю наших гостей, которые сегодня будут работать вместе с нами. И все-таки дискуссия есть дискуссия, поэтому предусмотрена программа ваша, которая у вас на руках есть, она полностью отражает регламент нашего ведения нашего мероприятия, поэтому я прошу всех придерживаться. Там же в программах вы видите, кто, как выстроена наша программа сегодняшняя. Я представлю наших экспертов, которые будут сегодня с нами. Это Мартинке Найте Юлия Альвида, заведующая Центральной районной библиотекой имени Гоголя, ЦБС Красногвардейского района, город Санкт-Петербург. Это Нищерек Марина Юрьевна, ведущий научный сотрудник Центра по исследованию проблем развития библиотек информационного общества Российской государственной библиотеки город Москва. К нам подойдет к моменту своего выступления Топорков Михаил Александрович, руководитель Центра межрегионального сотрудничества Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени Рудомино, город Москва. Мы его увидим на тематическом блоке, посвященном сельской библиотеке, модельной сельской библиотеке. Модератор этого тематического блока я, директор Национальной библиотеки Ольга Владимировна Мифтахова. Все вопросы, которые у вас возникнут, пожалуйста, запишите себе на карандаш, чтобы в то отведенное время, которое мы предусмотрели для общения в режиме прямого вопроса-ответа, чтобы вы могли сформулировать. Либо ответ можно послать в письменном виде вот сюда в рабочий президиум модератору мероприятия. Договорились? У вас есть вопросы? Тогда мы начинаем наше мероприятие и начинаем реализовывать нашу программу. Тематический блок сегодня первый, он называется «Библиотека. Место в городе. Опыт создания библиотек нового типа». Я приглашаю модератора Мартинке Найте Юлию Альвида для своего сообщения. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Я представляю город Санкт-Петербург, ЦБС Красногвардейского района, и доклад презентацию ее директора Марии Борисовны Швец, которая, к сожалению, по объективным причинам не смогла сегодня посетить наш форум, однако делегировала мне представить свои материалы, свои наработки и опыт трансформации библиотек района. Скажу вам о том, что сообщение мое будет динамичным, насыщенным, поэтому призываю вас к вниманию. Если у вас останутся какие-то вопросы уже после выступления, после отведенного времени, буду рада на них ответить уже вне нашего мероприятия. Красногвардейский район расположен на северо-востоке Санкт-Петербурга, на правом берегу Невы. Это активно развивающаяся территория. Именно отсюда, собственно, начинается история Санкт-Петербурга. Здесь найдены артефакты времен неолита, остатки крепости Нейшанс и Ланскрон, это 14-17 века. Также активно развивается тема воссоздания утраченных памятников, в том числе Уткиной дачи, памятник федерального значения XVIII века. И особенностью также этого района является то, что он обладает такой очень динамично развивающейся инфраструктурой. Сейчас на стадии разработки находится уже 60 инвестиционных проектов, находится более 1000 крупных предприятий и 2 станции метро. Если рассматривать одну плоскость, то это, безусловно, исторический контекст. С другой стороны, наш район представляет из себя все-таки спальный район Петербурга, в то же время насыщенный интересными домами в стиле сталинский ампир, классицизм, модерн, конструктивизм. Вот такие строки написал о нашем районе Иосиф Бродский, будучи еще совсем молодым автором. И он отмечал, что район города наделен особым магнетизмом. Таким образом, мы с вами видим, что потенциал района крайне велик. Уже сейчас развивается
самые разные культурные площадки, и те, которые существуют на протяжении долгих десятилетий, как, например, Центр охтинского воспитания для дополнительного образования детей. Также театр ГУФ. И есть совершенно новые кластеры, новые креативные площадки, которые открываются в районе. Так, например, у нас буквально недавно был Центр дизайна ArtPlay. И в этом контексте существуют библиотеки. Всего их 12 штук. И доклад «Библиотека места в городе» представляет концептуальную стратегию развития библиотек района, которая предполагает очень важную для нас цель. Это поэтапное системное обновление всех библиотек района. И в основу этого обновления положен принцип индивидуальности, уникальности каждой библиотеки. В 2013 году администрация района поддержала нашу инициативу, и стратегия была представлена на коллегии администрации района и признана эффективной. Открытие каждой библиотеки для нас огромное событие. Это значимое, скажем так, веха, и мы считаем, что не только в истории района, но, возможно, в истории всего города. Уже 3 модели обновления библиотек воплощены, и 2 находятся в стадии разработки. Первый пилотный проект, о котором мне очень приятно говорить, потому что именно этой библиотекой я заведую последние годы, и очень много сил моих вложено именно в открытие этой библиотеки. Это, конечно, библиотека Гоголя. Она создавалась как большой глобальный эксперимент по преобразованию классической районной библиотеки в новый формат работы, формат третьего места. И этот эксперимент стал первым успешно реализованным кейсом. И задача была создать на удаленной от центра города точки, территории, такую, скажем так, яркую достопримечательность. И к этому мы шли последние годы. Благодаря системному подходу мы достигли определенного уровня, который позволяет нам сегодня подводить первые результаты. Вы видите, на слайде представлены наши достижения, которые мы достигли за последние 5 лет. И считаем себя вправе, наверное, сегодня уже на таком статусном мероприятии, как ваш форум, рассказать о том, чего же нам удалось достигнуть. Конечно же, визуальная культура – это первое, что бросается в глаза, когда мы с вами говорим о библиотеке Гоголя. Визуальная культура сделала библиотеку более наглядной, яркой. Дизайнерские и новаторские идеи воплощены простыми средствами, игрой объема, цвета. И многогранность автора Николая Васильевича Гоголя, в честь которого библиотека названа, угадывается в различных декоративных элементах. И таким образом диктует новое понимание пространства и новое ощущение классических произведений. И, безусловно, такое пространство является притягательным для самых разных посетителей, в том числе для творческих индустрий. И для нас крайне важно, что тенденция последних лет – это всевозрастающий интерес к нашей деятельности со стороны культурных институций Санкт-Петербурга. Рождается в том числе и совершенно новое понимание библиотеки как съемочной локации. То есть мы используем свои интерьеры не только с точки зрения комфорта пребывания читателей, но и с точки зрения предоставления их под крупные телевизионные фотопроекты, что позволяет нам позиционировать библиотеку на более высоком, более качественном уровне. Библиотека Гоголя, кроме того, выступает активным партнером поддержки социальных проектов, как, например, фотопроект «Тысяча одна мама» или телесъемки телеканала «Жираф», который занимается съемками телепередач для глухих и слабослышащих детей с переводом. Съемки с роликов 17-летия книжного магазина «Буквоед» позволили нам соединить в единый проект деятельность коммерческой структуры и районной библиотеки. Библиотека также активно развивается как творческий кластер, но это то, чем занимаются сейчас, пожалуй, все библиотеки, культурно-досуговая деятельность. Ведущим нашим проектом, которым я очень горжусь, является библиотека с именем. Это проект, направленный на популяризацию творчества Гоголя. Среди ежегодных наших мероприятий Гоголевской недели, которая буквально скоро у нас откроется 1 апреля, научно-практическая конференция «Гоголь сегодня», и также в течение всего года проходят отдельные события. А стратегическим партнером этого проекта выступает Дом Гоголя в Москве. Крупнейшее событие прошедшего лета – это развитие нашего уличного проекта «Клумба». Библиотека в данном случае не только осваивает уличное пространство и предлагает читателям летний досуг и летнюю зону чтения, но в то же время и влияет на преобразование городской среды. Таким образом, вы видите, по нашей инициативе в сквере перед библиотекой были добавлены новые ландшафтные зоны, дорожная навигация, которые также преобразили
пространство сквера библиотеки и связали воедино библиотеку и улицу. Проект работает как выставочная площадка, как дискуссионная площадка, концертная. И также у нас есть замечательные 8 литературных стульев, которые были придуманы библиотекарями и воплощены в жизнь. Перемены, которые коснулись библиотечного пространства, безусловно, повлияли абсолютно на все наши направления деятельности, и в том числе и на классическую библиотечную работу. Так, например, большая наша гордость – это переосмысление книжно-иллюстративных выставок. И сегодня каждая наша выставка – это небольшая театральная композиция, в центре которой находится книга. Мы считаем, что успешность любого проекта заключается в верно выбранной стратегии развития и позиционирования. И библиотека Гоголя стала одной из первых библиотек Петербурга, уверенно вошедших в такую несколько даже коммерческую, я бы сказала, сферу со своей фирменной стилистикой. Но бренд, пусть даже самый успешный, мы с вами понимаем, складывается, безусловно, не только из визуальной составляющей. Коммуникативные свойства библиотеки позволили нам активно развивать наше представительство в социальных сетях. Социальная сеть ВКонтакте уже долгие годы занимает лидирующие позиции в Санкт-Петербурге, поэтому основной упор у нас сделали на эту площадку, а вторая по продуктивности является площадка Инстаграм. Особенно хочется отметить то, что изменения коснулись также и профессионального роста сотрудников, и формирования их пространственного мышления. Таким образом, бренд у нас поддерживается на самых разных уровнях, в том числе на корпоративном. Совсем скоро у нас пройдет ряд уличных мероприятий, в том числе второй раз библиотека Гоголя примет участие в крупнейшем фестивале социальной сети ВКонтакте «Логофест», который проходит на берегу Финского залива. В прошлом году мы стали первой библиотекой, когда-либо приглашенной на данный фестиваль. В этом году мы увидим, присоединятся ли к нам еще коллеги, или мы пока будем оставаться наедине с другими крупными проектами города. Мы активно посещаем самые разные профессиональные мероприятия. Вот один из последних наших опытов – это участие в трехдневном семинаре для руководителей сферы культуры и искусства, организованном фондом Потанина, Британским советом на площадке Петербургского фонда «Про-арты». В центре внимания у нас стояли темы стратегического мышления, лидерства и бизнес-модели культурного менеджмента. Имеющийся опыт работы позволяет нам также взаимодействовать с торговыми сетями. В данном случае мы будем работать с 1 сентября с торговым центром Мегадебенко. И, кроме того, вся эта деятельность сводится у нас к тому, что мы начали постепенно формировать территориальный бренд. Библиотека Гоголя – это уже действительно больше, чем просто библиотека. И находясь постоянно в движении, библиотека Гоголя постепенно актуализируется. Если изначально мы позиционировали себя как третье место, то сейчас мы стараемся позиционировать себя как место гоголевское. С 2014 года наша библиотека включена в постоянный перечень профессиональных площадок Института культурных программ Санкт-Петербурга. И нас регулярно посещают различные делегации, и более 1000 человек уже посетило библиотеку Гоголя в рамках программы «Опыт третьего места». Таким образом, мы надеемся, что наравне с раскрученным брендом Петербург Достоевского рано или поздно появится новый бренд «Гоголевский Петербург», который будет также популярен, узнаваем и будет работать на привлекательность северной столицы в целом. Значимое для нас событие в этом году – это, конечно же, столетие библиотеки. Ключевым проектом этого года является проект «Столетие». Это лекционный курс, который позволяет погрузиться в различные исторические эпохи и совершать путешествия по отдельным десятилетиям совместно с нашими читателями. И совершенно уникальное событие ждет нас уже совсем скоро, 1 апреля, мы открываем интерактивное пространство, которое называется «Город Гоголя». Это большая моя мечта, которая наконец-то у нас воплощена. Я ей очень горжусь. Это комплекс медиаинсталляций с элементами музейной экспозиции. Центральный элемент города Гоголя, интерактивного пространства, это интерьерная видеомебель, это особая система видеопроекции, которая позволяет погрузиться в мир литературных персонажей, а за основу взяты петербургские повести Гоголя. Дополнит пространство коллекция редких изданий Николая Алексеевича Гоголя, которая составлена из подарков наших читателей и наших коллег. И также фотовыставка, которую мы организуем совместно с Александринским театром. Уже в скором будущем появится также интерактивная карта «Гоголевский Петербург», которую мы сейчас активно разрабатываем совместно с научным консультантом, известным профессором, гоголеведом Владимиром Дмитриевичем Денисовым. Мы надеемся, что это будет сильно качественный контент, который будет также иметь и печатную версию, то есть можно будет совершить
прогулку по городу. И также в рамках столетия мы готовим специальные мероприятия на Международный форум города и суда, Крым 2018. Наша программа называется «Экспериментальная лаборатория библиотеки Модуля». Мы будем рассказывать более подробно о своем опыте работы и вас всех приглашаем посетить нашу площадку. Подводя итоги по прошествии 5 лет, уже почти 5 лет, можно сказать о том, что работа библиотеки складывается из самых разных граней, и на то, насколько гармонично все они сочетаются, по сути, и влияют на конечный результат. Далее хотелось бы перейти к еще одной библиотеке, это библиотека «Город», детская библиотека. Задача стояла создать новый позитивный образ библиотеки, так называемого книжного мегаполиса. И за основу была всегда концепция города. Город с точки зрения урбанистики представляет собой живой организм, за которым нужно постоянно следить. И также при формировании этой библиотеки учитывались особенности района, в котором она расположена. К сожалению, в районе не так много мест всемирного досуга, и библиотека города в данном случае занимает эту нишу. Удачей стала концепция. Это современная технология, объединяющая образование и игру, как эффективный метод познания регионального мира. В своей типологии целого пространства вы видите, идет полная перекличка, состыковка с тематикой города. И таким образом создается своеобразный детский город, где ребенок чувствует себя полноправным хозяином, влияет на формирование этого города и влияет на его жизнь. По своей структуре библиотека выглядит как большой маленький город, по которому можно гулять аналогично городскому променаду, совершать прогулки по залам. Более подробно я предлагаю вам ознакомиться с этой библиотекой на нашем сайте. Проект также выложен. Библиотека яркая, очень красочная, и очень приятно, что действительно концепция города легла в основу ее преобразования. Есть самые разные сервисы и услуги для читателей, которые также наполняют жизнь этого города. В том числе интересными являются кружки библионяни, библиоясли и библиографленка. Таким образом, если родители не имеют возможности отдать ребенка в детский сад, эту функцию частично берет на себя библиотека. Отдельные зоны позволяют работать детям самостоятельно, например, зона академия, где ребенок становится генератором событий. Есть школа дорожного движения, где дети узнают на практике о правилах дорожной навигации. Библиотека «Город» является также достаточно успешным проектом, который был замечен всевозможными партнерами, информационными партнерами на карте Петербурга. И таким образом, как я уже говорила, все читатели, жители района имеют возможность или выезжать за границы Красногвардейского района, получить необходимый познавательный развлекательный досуг. Образ и форма в данном случае библиотечного города – это сочетание множества граней, а придуманный библиотечный город становится частью большого города. Далее хотелось бы перейти к новой библиотеке Ржевская, которая открылась 24 ноября 2017 года, совсем недавно, и заняла тоже свою уникальную нишу – это краеведческое направление работы. В основу своей концепции библиотека положила слоган «Будущее рядом». По сути, именно этот слоган и задал ритм работы библиотеки, ее направление деятельности. И о том, какие смыслы раскрывает этот проект, можно рассказать в топ-5 инновационных решений библиотеки. Первое, это, как я уже говорила, краеведческая линия. Многогранная площадка территории истории придумана сделать процесс погружения в историко-культурное наследие района интересным и захватывающим. О нескольких новинках. Интерактивная карта стала одним из центральных проектов библиотеки. Это коллекция исторических фактов, биографий известных личностей, оставивших след в истории района. Она создавалась как авторское произведение к 45-летию района. Один клик переносит пользователя в дворянское поместье или старинную усадьбу, сохранившуюся на территории района, знакомит с судьбой целых поколений. Проект реализован в формате веб-сайта и мобильного приложения для всех типов устройств. Любой желающий может скачать эту карту себе в устройстве, совершить индивидуальный маршрут или в составе группы. История Красногвардейского района в прямом смысле теперь всегда под рукой и в любое удобное время. Еще одной нестандартной возможностью изучения локальной истории является макет Иглицкой слободы, поселение, возникшего в первой трети XVIII века на территории, где сейчас расположена библиотека Ржевская. Все объекты, которые размещены на карте, были изначально смоделированы, далее
напечатаны на 3D-принтере. Помимо этого есть аудиогид, который можно прослушать в удобное время прямо рядом с макетом. Особенно ярко раскрывает тему локальной истории спецпроект «История в движении», это литературный трамвай, который был запущен еще до открытия библиотеки и, по сути, являлся показом. Этот проект был создан в преддверии 45-летия района и 110-летия Петербургского трамвая. Маршрут проходит по 3 районам города – Красногвардейский, Калининский и Невский. В художественном оформлении трамвая использованы литературные сюжеты, связанные с историей района. Также рифмуется, конечно же, жизнь библиотеки. И проект активно работает на продвижение библиотеки Ржевской. Навигация внутри салона демонстрирует современные взгляды на книжную культуру. Вы видите наличие QR-кодов, возможность увидеть рейтинг самых популярных изданий последнего десятилетия, возможность прочесть о них. И также, что интересно, на каждой станции, на каждой остановке, где расположена библиотека, имеется соответствующая сноска. Далее такой немножко неожиданный слайд. Казалось бы, при чем здесь супермаркет? Небольшой такой экскурс в историю. Привычные всем супермаркеты тоже когда-то были новинкой. И их идея создания принадлежит известному предпринимателю Франку Роттеру. Он был крайне застенчив и всегда имел огромные проблемы зайти в супермаркет и купить простые продукты на молоко, хлеб, очень стеснялся разговаривать. И тогда он придумал такой магазин, где не нужно разговаривать с продавцом, а все продукты лежат на полках, и каждый продукт можно взять. Таким образом, идея супермаркета называют самой застенчивой инновацией в мире. И в нашей библиотеке Ржевская также является и находится такая некая застенчивая инновация – это умная полка, которую можно использовать индивидуально и без помощи библиотекаря сдавать и брать книги из библиотеки. Кроме того, эта полка наделена функцией проводительной литературы, и рейтинг самых популярных книг автоматически складывается по мере того, как издания сдаются. Есть еще также у нас локеры, это секция для хранения вещей с доступом по единому читательскому билету. Таким образом, они расширяют функции электронного билета. Существует также и квест дополненной реальности, который воссоздает уже утраченные памятники архитектуры Красногвардейского района. Причем в квесте можно примерить на этот памятник различную анимацию, сделать фон, обыграть формы, и таким образом получается совершенно новое произведение в новом контексте. То есть читатель, по сути, создает историю вокруг этого памятника. И также изображение можно отправить себе по почте или выложить в социальной сети. Всего у вас создано 12 трехмерных моделей, и для каждого памятника в приложении есть аннотация с краткой историей. И 2 режима просмотра объектов с дисплеем мобильного устройства и через шлем виртуальной реальности. Также буквально пару слов, во-первых, краеведческих проектов библиотеки. Это слово, по сути, о дне вчерашнем и сегодняшнем. Атлас Красногвардейского района, историко-географический путеводитель по улицам, проспектам и площадям. И наши адреса. Это книга 70-летия библиотеки Ржевской, которая 3 раза меняла свои адреса, однако на протяжении 70 лет умудрилась сохранить свое настоящее имя, которым очень гордится и которое носит в себе огромное количество смыслов. Концептуальное физическое место Ржевская находит благодаря современным пространственным решениям. Чтобы не останавливаться на них подробно, буквально в листающемся режиме покажу вам основные площадки библиотеки Ржевской. Пространство сцены – это пространство для проведения мероприятий. Пространство ступеней – открытая площадка для диалога. И вы видите, что читатель в данном случае попадает в окружение книг. И это очень приятно, потому что, конечно же, несмотря на все преобразования, книга у нас остается доминантой для всех библиотек. Следующее – это лектех. Это уже техническое пространство науки и образования, открыто для реализации самых нестандартных идей. Конференц-зал, который по совместительству также выполняет функции фотозоны, и есть специализированное оборудование, которое помогает проводить любительские фотосъемки. Окно становится объединяющим элементом, носит и эстетическую функцию, и информационную, и функциональную, и как бы стирает границы между пространством улицы и пространством библиотеки. Снэк-кафе увеличивает количество тепла в библиотеке, создает ощущение комфорта, уюта. И также органично вписываются служебные помещения в пространство библиотеки, в данном случае отдел культурных программ. Есть и детский
уголок, который позволяет повысить комфортность пребывания родителей с детьми, бабушек и дедушек. И одно из таких трендовых пространств ведения библиотеки – это мини-офисы, которые позволяют изолироваться от повседневного шума библиотеки и провести какое-то совещание или встречу небольшой группой. К открытию библиотеки оформлена премьерная выставка «Библиотека Ржевского. Образы, стиль, настроение». В дальнейшем выставочное пространство будет сменяемым, постоянно обновляться. Графика и навигация, которые разработаны дизайн-бюро Kids, позволили упростить навигацию библиотеки и сделать ее более наглядной и более понятной. Конечно же, вложив столько труда в наш новый проект, мы не скроем, что ставили амбициозную задачу и получили неплохой результат. Открытие библиотеки стало по-настоящему культурным событием для всего района. И новые пространственные решения, ресурсы, технологии получили самые положительные отклики наших почетных гостей. Кроме того, библиотека была отмечена дипломом конкурса Петербурга-Петербуржца в номинации «События года». Проект библиотеки был также представлен на 6-м Всероссийском форуме публичных библиотек в рамках пленарного заседания. И одно из подтверждений нашей, наверное, интересной работы, это то, что, конечно же, мы были приглашены на данный форум Культурной Республики Коми. А также чуть позже состоится еще один форум, в котором мы приняли участие, форум социальных технологий города Томы, города Мечевоз. Если заканчивать тему библиотеки Ржевской, то можно сказать о том, что ключевой посыл библиотеки – это посыл, безусловно, в будущее. Библиотека раскрывает район, рядом с которым она находится, и в то же время библиотека находится рядом с каждым читателем. И эту миссию, по сути, мы закладывали в слово «библиотека. Будущее и рядом». Еще один центр общения, коммуникационная площадка, библиотека «Современник». Совершенно новое для нас пространство, которое сейчас еще находится в стадии разработки. Идея проекта родилась после того, как он принял участие в конкурсе «Родные города». «Газпромнефть» и стал победителем этого конкурса. Почему именно соседский центр? Вы знаете, что эта тема сейчас крайне популярна. В целом, общемировая тенденция организации таких вот центров из активистов, жителей района. И главная метафора концепции «вместе» – это значит вместе, то есть в конкретной локации, и вместе значит сообща. И особенность этого проекта на самом деле заключается в пробных решениях. Это уникальный случай, когда процесс реконструкции помещений является не стремительным, а предполагает поэтапный характер. Уже сейчас мы можем задавать ритм работе, опережая принятие конструктивно-стратегических решений и финансовых, и организационных, и многих других. Особенность этой библиотеки заключается в том, что, по сути, мы в одно целое сливаем две библиотеки, которые расположены друг с другом в шаговой доступности. Эти пространственные решения делают проект более гибким, дают возможность протестировать любые инициативы и идеи, выявить перспективы развития проекта, и библиотека поэтапно преобразует отдельные площадки своего пространства. Но уже сейчас проводят активные мероприятия, ярмарки, всевозможные обмены. То есть вот эта тема соседского центра, добрососедства, дружбы, она, по сути, является главной. Особенно это актуально, конечно же, будут волонтеры Российской Федерации. На примере этого проекта мы хотим показать, как можно многое сделать, совместив свои усилия и привлекая активных горожан, активных наших читателей. Например, у нас существует проект «Витрины», который посвящен организации пространства между улицей и холлом. И сейчас под кураторством опытных дизайнеров сами читатели могут создавать управление этих витрин. Также активно работает просветительский проект «Я и мы», который обладает такой общей идеей качественной информации. Но остановиться хотелось бы на лаборатории соседских инициатив. Вот этот проект, пожалуй, наиболее ярко выражает идею соседского совместного творчества. Проект предполагает благоустройство набережной реки Акервиль, которая расположена рядом с библиотекой. Это будет большой городской проект, участие в котором принимают в том числе и читатели библиотеки. И летом планируется первичная апробация проекта, выход на территорию Беринга, организация летней читальни, и мы надеемся, что территория может стать гением местом, по-настоящему
расширяет горизонты своей деятельности и плавно интегрируется в окружающую городскую среду. Любая стратегия ценна тем, что имеет свое логическое продолжение. И мы продолжаем работу по трансформации библиотечных пространств. Следующая площадка, которая еще только стала на путь обновления, еще только планируется обновить ее, это ББКЦ. За основу будет взята концепция арт-резиденции. Творческие резиденции в последнее время тоже очень популярны. Вы видите мировые аналоги, представленные на слайде. И библиотека, по сути, уходит от потребления информации и становится пространством для работы с текстами, идеями и творчеством. Есть и своеобразная историческая предпосылка, почему эта концепция была выбрана. В полет справа и развлечения, так говорили в начале XIX века. Здесь был создан небольшой курорт с водолечебницей при Усадьбе Кулешова разговора, где отдыхались и лечились выдающие деятели культуры и искусства, художники Репина, студии, композиторы Мусоргский и Чайковский. И первичная задача, которая сегодня стоит перед нами, это провести впервые масштабный конкурс на разработку дизайн-проекта библиотеки. Уже в скором времени мы осветим эту тему в СМИ, и будет собрано профессиональное жюри оценки работы. Вторичная задача – это инновация библиотеки, которая идет параллельно с архитектурным преображением округа Полюстрова. Таким образом, мы надеемся на уровне инициативы своей выйти на администрацию района и заручиться поддержкой, сделать так, чтобы библиотека была модернизирована совместно с парком, возле которого она расположена, и чтобы действительно это пространство было единой территорией творчества. В урбанистике есть такое понимание арт-резиденции как творческой индустрии, как насыщенной, динамично развивающейся. И эти качества хотелось бы отразить в новом нашем пространстве в библиотечно-культурном центре. Есть такой своеобразный параметр счастья, тоже очень интересная методика исследования своей деятельности. И в данном случае мы думаем, что, конечно, мы находимся еще в самом начале этого параметра, и все свои усилия стараемся направлять на то, чтобы повысить комфорт пребывания читателей, повысить их уровень удовлетворенности нашими услугами, и информационными, и самыми разными другими, и действительно вывести библиотеку на какой-то принципиально новый уровень. И подводя итоги, можно сказать, что есть еще одна система оценки, это 12 критериев оценки качества, разработанная архитектором Яном Гейлом. Они демонстрируют разумный баланс трех базовых составляющих – защита, комфорт, удовольствие. Именно этот метод мы взяли за основу для инновации библиотек. И, по сути, адаптируем его к каждому конкретному проекту, тем самым формируя новое качество жизни в библиотекарском Владимирском районе. А закончить свою презентацию я бы хотела философией нашей проектной деятельности. Мы считаем, что, рассматривая библиотеку как одно из мест города, мы тем самым анализируем то, как читатель чувствует себя в конкретном месте, как он там развивается. И мы считаем, что от того, какой вклад вносит человек, от того, насколько он хочет участвовать в жизни библиотеки, зависит в конечном счете то, какой вклад он вкладывает в жизнь своего города, своей страны и в конечном счете в свое будущее. Я благодарю вас за внимание. ЦБС нашего района открыто сотрудничество. Спасибо большое, Юля. Вопросы зала? Мы приготовили вопросы в ходе презентации. Далее. Очень интересные проекты, потрясающие проекты. Но для того, чтобы их реализовать, нужна, конечно же, команда. Вот немножко расскажите о команде ЦБС, не только Гоголевской, а о команде ЦБС. Каков возрастной состав, образовательный? Вообще, мы видим, что креативные проекты, значит, это люди нестандартные, с нестандартным мышлением, креативные. Немножко о вашей команде. Спасибо большое. Конечно, самое наше мощное секретное оружие – это наш директор, Марина Борисовна Швец. Это наш локомотив, за которым мы все движемся. Человек невероятной силы, невероятного энтузиазма, невероятных идей.
очень важно иметь столь сильную фигуру авторитетного во главе библиотечной системы. Далее вся наша работа построена по взаимодействию отделов. Каждое направление работы строго разделено. И во главе каждого направления стоят профессионалы, проработавшие в библиотечной системе уже долгие десятилетия. Есть у нас и новый для нас отдел культурных программ, и у него есть своя специфика. В основном его составляют молодые специалисты. И мы считаем, что подобная гармония, когда есть и опытные профессионалы, на которых можно положиться, и которые возьмут на себя огромные блоки работы, и есть молодые, вот эта гармония дает самые лучшие результаты. Пожалуй, так. Можно бесконечно говорить о составе нашей библиотечной системы, кадровом составе, потому что, на мой взгляд, у нас такой бриллиантовый состав, уникальные люди, каждый в своем направлении. Это и библиографическая работа, и автоматизация, и методическое обеспечение. Я думаю, что все держится на энтузиазме. В конечном счете все держится на людях. И вот насколько они заинтересованы, насколько понимают, к чему мы идем, вот настолько и виден результат. И это крайне важно, то, что я подчеркивала для вас в презентации, это системная работа и действительно понимание каждого сотрудника, цели и задач. Это очень важно. Когда есть единство мышления, есть и единство результата. По составу библиотеки Гоголя мы говорим бесконечно, поэтому Я благодарю сердечно за такое выступление, можно сказать, такой выброс мощный, да, креатива. Выражу общее мнение зала, потому что я его ощущаю. Это вообще такое погружение, которое требует времени, переосмысления, во-первых, потому что вы нас просто буквально поразили вот обилием идей, надо все уложить на полочки. Я думаю, что должно пройти время. Я просто хочу вам сказать, что директора ЦБС, вот наш проект, летняя школа директоров, мы собираемся в Санкт-Петербург. Я думаю, что мы встретимся еще, мы накопимся. Это будет начало мая. Ой, конец мая, начало июня, первая декада июня. Мы договариваемся сейчас, составляется маршрутный лист посещений. И я думаю, что очень предметный разговор должен у нас состояться. Я вам предлагаю всем в коллективах своих набрать вопросы, чтобы потом можно было предметно пообсуждать. Огромное вообще впечатление, конечно, получено от вашей презентации, от тех дел, которые вы предлагаете. Я благодарна вам за то, что вы нам подсказываете, что библиотека не может существовать только сегодня или только завтра. Вот все три среза, это локация прошлого, да, это память места, это мы здесь с вами, наша история. Это сегодня, чем мы живем, это опыт, который нам позволяет, и это будущее, которое мы хотим выстроить. И это бесконечная связь с партнерами, с населением, и никуда от этого не уйти, потому что библиотека сама по себе это только место, как говорится. Мы продолжаем нашу тематическую секцию. Следующее выступление — публичная библиотека, как третье место, опыт московских библиотек. Чья Марина Юрьевна. Добрый день, уважаемые коллеги. Вопросы социальных функций библиотек привлекает внимание библиотековедов, начиная с 20-х годов прошлого века. И замечено, что перечень функций в различных вариациях меняется в зависимости от конкретной исторической обстановки. И вот сейчас на первый план, на первое место выходит такая дополнительная функция. Сейчас я не говорю об основных, они, как правило, остаются неизменными. Но меняются дополнительные. И на первое место выходит функция, и это очень хорошо показано в докладе Юлии, коммуникативная. Это связано с тем, что библиотеки стремятся реализовать в своей работе столь популярную сейчас концепцию третьего места. Я подробно не буду говорить об этой концепции, вы с ней хорошо знакомы. На слайде представлены основные составляющие концепции третьего места, представление ее создателя Альтенбурга.
Библиотеки расширяют пространство своей деятельности и становятся многофункциональными культурными центрами. Надо сказать, что идея преобразования библиотек в соответствии с концепцией третьего места не вызывает неоднозначную реакцию в обществе. Оппоненты идеи преобразования библиотек на основе концепции третьего места опасаются, что, следуя по этому пути, библиотеки вскоре превратятся в крупные учреждения. Но данное опасение несостоятельно, поскольку расширение вспомогательных функций библиотек не затрагивает ее сущностных, основных функций, кумулятивную и утилитарную, то есть тех функций, которые связаны с комплектованием, хранением и обслуживанием, то есть предоставлением документов. Библиотеки не растворяются в своей многофункциональности, а становятся неким системообразующим центром, ядром такого многофункционального культурного пространства. Но надо сказать, что я встречалась с руководителями московских библиотек публичных, и Куприянов, например, Куприянов, директор библиотеки имени Волошина, он считает, что это единственная возможная форма существования библиотеки вот, в виде такого многофункционального пространства. Критики преобразования в московских библиотеках сегодня пишут о якобы царящей в них вседозволенности. Цитирую. «Садиться за книжный стол скучно и непривлекательно. Куда лучше развалиться на пуфике, держа в одной руке мороженое, а в другой очередной детектив. Забраться на книжный стеллаж, выполненный в форме амфитеатра, и свесить ноги». Но, конечно, это весьма утрированное представление. В читальных залах по-прежнему действуют правила, запрещающие еду и напитки. Хотя надо говориться, что, например, в американских вузовских библиотеках, университетских библиотеках это правило уже отменили. И студенты вполне могут совмещать занятия с книгами и еду. Но вместе с тем создание комфортной обстановки для читателей является одним из важных направлений библиотечной политики. Современная московская библиотека – это своего рода городская гостиная, уютная и приветливая, куда горожане приходят, чтобы в комфортной обстановке не только читать книги, но и слушать лекции, знакомиться с интересными людьми, заниматься творчеством. В соответствии с планом научной работы Российской государственной библиотеки я регулярно посещаю московские публичные библиотеки и воочию наблюдаю происходящие в них перемены. Так, недавно я побывала в библиотеке имени Боголюбова, библиотека искусств. В этой библиотеке проводятся выставки, причем выставки не просто сами по себе, а как комплексные мероприятия, на которые приглашают художников, авторов картин. Здесь выставляются книги по теме, связанной с тематикой выставки. Вот в данном случае на слайде вы видите фрагмент вот такого посещения. Это фрагмент мероприятия, называется «Под небом Безерты». Выставка, посвященная истории русской эскадры и формированию российской диаспоры в Тунисе. Вот на эту выставку приглашены 12 художников, работавших в Тунисе и создавших картины на эту тему. И присутствует, как вы видите, посол Тунисской республики в России. Но
Я уже сказала, что помимо картин экспонируются и книги, и документы архивные, и артефакты, связанные с тематикой выставки. Библиотеки преображаются не только содержательно, но и визуально. В своем дизайнерском оформлении они уходят от стиля, присущего казенному учреждению. Читателю позволено расположиться с удобством не только за столом, но и на подоконнике, даже на полу. Я опять апеллирую к докладу Юлии, где тоже это все очень хорошо представлено. Создаются в библиотеках коворкинг-центры, площадки, оборудованные всем необходимым для совместного творчества и для реализации различных проектов. Благодаря вот такому исследованию концепции третьего места в Москве появились библиотеки бренда, которые пользуются известностью среди москвичей благодаря особой атмосфере комфорта и своими культурным программам они становятся центром притяжения граждан. Каждый житель города выбирает библиотеку по своему вкусу в соответствии со своими интересами. Так, Московская библиотека имени Достоевского позиционирует себя как центр интеллектуального досуга и распространения знаний о городе и для горожан в неформальной форме. Кроме того, в этой библиотеке реализуется еще одно направление, связанное с социализацией людей, которые оказались потерянными для общества, выпали из социальной среды. И библиотека гордится достигнутыми успехами в этом направлении. И им удается, благодаря совместной работе с психологами, с центрами занятости, социализовать людей, которых мы называем сейчас маргиналами, и вернуть их к нормальной полноценной жизни. Ценители истории ждут в гости библиотеки читальни имени Тургенева и имени Пушкина, в которых даже при наличии современных информационных технологий бережно хранятся свидетельства прошлого, архивные документы, фото, автографы. Здесь читатели могут поработать не только в читальном зале, но и посетить музыкальные и литературные вечера, лекции и выставки. Библиотека имени Волошина специализируется на изучении восточных культур. В ее стенах проходят выставки восточного искусства, работает Центр изучения китайского языка, читают лекции известные востоковеды. Библиолаборатория имени Ахматовой действует в формате образовательной площадки, и здесь проходят интересные познавательные лекции, встречи с интересными людьми. И, кроме того, эта библиотека располагает уникальным фондом, пользующимся популярностью молодежи, это комиксы. Библиотека киноискусства имени Эйзенштейна, первая в Москве и в России публичная специализированная библиотека, в которой можно познакомиться с изданиями по искусству. Итак, московские городские библиотеки переживают второе рождение. Из книгохранилища, мест книговыдачи они превращаются в лаборатории знаний, медиацентры, пространство для коммуникации и творчества. Но об этом можно спорить, и споры идут, хорошо это или плохо. Я считаю, что огромным достижением является возвращение в библиотеки читателя. Читатели ходят с удовольствием и в любое время суток, и утром, и днем, и вечером библиотеки наполнены людьми. И вот чувствуется в них такая уже активная жизнь, и не увидишь уже таких пустых читальных залов, как это было, скажем, 15-10 лет назад.
Первые положительные результаты, достигнутые на пути преобразования, открывают перед библиотеками новые перспективы. Спасибо за внимание.